Итак, уважаемые радиослушатели, вы снова на волне 101.3 FM Радио России Ингушетия. К нам присоединилась моя соведущая Тандила Пугоева. И именно она продолжит наш дальнейший эфир. Ну что ж, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вы на волне 101.3 FM Радио России Ингушетия. Мы в прямом эфире. У нас гость, интересная личность, известная личность в республике. Поэтому возникнут вопросы, пожалуйста, звоните по телефону, то есть по номерам 22 41 34 и на мобильный 8 928 734 77 98. Не будьте пассивными, будьте активными. Итак, нарушения в сфере госзакупок, коммерческие сговоры и так далее, и так далее. Управление Федеральной антимонопольной службы Ингушетии подводит итоги за 2020 год. На наши вопросы ответит руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Ингушетия Батыр Тачиев. Добрый день, Батыр. Ассаламу алейкум, добрый день. Батыр, пожалуй, начнем с такого вопроса. Какие функции возможны, то есть возложены на антимонопольную службу? В целом мы защищаем, получается, граждан и добросовестный бизнес от незаконных посягательств, монополий и органов власти, своих коллег. Вот. А так еще контрольный надзор в сфере применения рекламного законодательства, государственные муниципальные закупки. Спектр работы антимонопольных органов очень широк. У нас это более 18 сфер деятельности в нашей стране, поэтому очень большая работа и очень много такой пласт работы, он значительный. Допустим, это если там 10 статья, если начало закона о защите конкуренции, это злоупотребление доминирующим положением хозяйствующих субъектов. Звучит сложно, но по сути, если вам незаконно отключили газ, воду, свет и так далее, если конкурентам незаконно там что-то такое происходит, ущемление интереса происходит, то же самое. Это 10. Это запрет картельных сговоров, запрет на недобросовестную конкуренцию, запрет на ограничивающую конкуренцию действия органов власти, ну и так далее, очень много. Спасибо за экскурс. Вот каким был для вас 2020 год? Каких успехов вам удалось добиться? Хотя мы знаем, что коронавирус помешал в деятельности общества. Вот расскажите о наиболее заметных достижениях. Вот нашим радиослушателям будет интересно. Ну, понимая, что у нас ограниченные ресурсы и ограниченные сроки в прошлом году из-за пандемии, также постановлением правительства Российской Федерации был введен временный запрет на проверку хозсубъектов и отдельных органов власти. То есть просто так приходить с проверкой мы не могли. Мы сосредоточились на более глобальных вещах, на тех же нацпроектах, на тех же финансовых средствах, которые к нам приходили в республику для борьбы с пандемией. Вот, и именно в этой части у нас больше контрольный надзор был. Если брать нацпроекты, то в прошлом году мы проверили ровно 100 нацпроектов, это 100 торгов, которые были проведены. Из них, к сожалению, 79 торгов, то есть 79% получается, были проведены с теми или иными нарушениями. Это, получается, тот нацпроект, который у нас есть в республике, он откладывается на определенный период в случае выявления нарушений и так далее. То есть это отрицательное воздействие всего этого. Также мы сейчас рассматриваем дело в отношении Минздрава и республиканской больницы. Дело тут по сговору с органом власти, с хозсубъектом. Это достаточно тяжкая статья. Если интересно, более подробно могу про это дело рассказать. Очень интересно. Это в мае прошлого года нам были выделены бюджетные средства, федеральные деньги, для борьбы с коронавирусом. И у нас были послабления в 44-м федеральном законе о государственных муниципальных закупках. Для борьбы с пандемией можно было без проведения процедуры закупок напрямую с кем угодно заключить контракт. Это делать для того, чтобы максимально быстро, если это нужен кислород, КТ-аппарат и так далее, маски, все, что нужно, быстро завозилось, чтобы мы могли эффективно бороться с пандемией. Все это делалось, эти послабления были, но, к сожалению, и в обоих случаях и РКБ, и Минздрав, они в мае, апреле заключали госконтракты, по которым поставка происходила только в октябре, в ноябре. То есть говорить о какой-то срочности здесь вообще не приходится. То есть то, что нам нужно было купить в апреле, в мае, нам купили в октябре, в ноябре. Это непозволительно, это недопустимо. Мы проводили проверки. Мы, когда начало было пандемии, предупреждали всех медицинских учреждений о том, что будут проверки и будет пристальное внимание к этому. Вот сейчас выявляется тот факт, что были такие контракты, это сотни миллионов.
Поэтому сумма. это очень большие суммы, это аппараты, которые нам... А есть даже некоторые аппараты, которые до сих пор в эксплуатацию не введены. Уже почти год, можно сказать, да, прошел. Запылились и там стоят. Они их привезли, поставили, но в эксплуатацию не ввели. То есть тут либо там проблема с принимающей стороны, там якобы помещение не подготовлено, еще что-то, еще какие-то проблемы. Но если есть какие-то проблемы, необходимо тогда было проводить торги. Если нет в этом срочности, надо было провести торги, а по итогам торгов мы еще сэкономили бы деньги, и на эти деньги эти же учреждения здравоохранения могли бы купить еще себе что-нибудь дополнительно. Но вот, к сожалению, от этого они ушли, за что и получили сейчас дела о сговоре органов власти с хоссубъектом. Вы знаете, я уже давно являюсь автором программы здоровья, и часто в наших вот эти лечебницах вижу нефункционирующие аппараты, совсем новые. Вот видите, значит, их не ввели в эксплуатацию, а деньги оплачены. А Есть куда такое. деньги ушли, зачем их оплатили, большие вопросы. Ну, если вы будете с этим сталкиваться, нам тоже присылайте. Если наше участие мы в этом увидим, обязательно посмотрим, что можем с этим сделать. Мгм. Мы очень работаем тесно с Росздравнадзором, поэтому можем поработать над этим всем. Ну, ваша работа очень сложная, Батыр, и я считаю, что здесь нужна поддержка и прокуратуры, и МВД. Нет? Нужна, да, она, безусловно, нужна. Мы очень тесно работаем с прокуратурой. С МВД, к сожалению, контактов мало, взаимодействия мало. Хотелось бы, естественно, больше. Это в том плане, что нам необходимо получать от них материалы оперативно-розыскных мероприятий для того, чтобы мы видели картель. То есть картель – это сложно. Доказать, что где-то два человека встретились и договорились, что они уберут там 3, 4, 5 и напрямую заключат там что-то, там проведут какую-то схему, это крайне сложно. Поэтому там, конечно же, нам нужно было бы и материалы оперативно-розыскного мероприятия, безусловно. Ну, пока, к сожалению, у нас такого взаимодействия не построено в республике, но на уровне там, федерации, конечно, там очень тесная связь и с МВД, и с ФСБ, и с прокуратурой. Здесь у нас очень тесная связь налажена с прокуратурой и с ФСБ. Мгм. Ну, все-таки я считаю, что нужно вернуть то законодательство, где было наказание и штрафы, а не профилактические. Как вы думаете, вот это профилактическое направление поможет в таких случаях, как Ну, предупреждение? Да, у нас предупреждение – это 135-й закон, не закон о государственных муниципальных закупках. Зачем вводилось еще предупреждение? Допустим, вам отключили сегодня воду. Мы пока возбудим дело, пока мы там рассмотрим его, там определенные процедуры, просто есть время, которое мы не можем перейти. Допустим, с момента написания заключения об обстоятельствах дела до принятия решения должно пройти минимум 10 рабочих дней и так далее. То есть пока антимонопольный орган вмешается, вам поможет в этом вопросе, соблюдая процедуру, чтобы решение не было отменено, вы уже забудете о том, что у вас водопровод был, там свет был в квартире и так далее. То есть месяц минимум на это потратить. А если мы даем предупреждение, то есть сегодня, завтра исправить, вы получаете услугу моментально. То есть, вводя институт предупреждения, ФАС преследовал не только цель как-то смягчить норму ответственности в отношении нарушителя, а максимально защитить права потребителя, чтобы он максимально быстро получил обратно свою услугу. Если мы даем предупреждение тому же там, любому хоссубъекту, там, ресурсоснабжающему, то ему он даже подумает, если даже для него этот вопрос спорный был, может, он имеет право вас отключать. Увидев предупреждение, скажет, ну, это же без последствий для меня, ладно, отдадим сейчас, а потом разберемся, ну и так далее. То есть вы очень быстро максимально получаете услугу. Также предупреждение, оно распространяется и в отношении органов власти, которые допускают нарушения. Допустим, можно сказать, что подавляющее большинство тех дел, которые мы сегодня возбуждаем, рассматриваем, мы рассматриваем в отношении органов власти. Нарушение допускается, к сожалению, органами власти, которые, наоборот, призваны защищать интересы там, хоссубъектов добросовестных и, естественно, потребителей. То есть любая защита хоссубъекта в конечном итоге – это получение хорошего качества услуги для потребителя конечного. То есть мы боремся, получается, за конечного потребителя, защищая права хоссубъекта. Ну, хоссубъекты имеется в виду, да, коммерческие организации. Поэтому... В начале предупреждения, затем Это наказание. всего 2 статьи, да, у нас предупреждение. Если предупреждение не исполняется в срок, то тут уже возбуждается, конечно, дело со всеми последствиями. Если это в отношении чиновника, если брать, то повторное нарушение в течение года, ему грозит дисквалификация от занимаемой должности. На дисквалификацию мы отправляли и министра, действующего в республике, и главу администрации отправляли. В прошлом году
был дисквалифицирован один из генеральных директоров компании, который вступил в сговор с органом власти. И позапрошлом году также была дисквалификация. То есть институт этот, в принципе, работает активно, и уверенностью можно сказать, что чиновники недобросовестные, которые имеются, они боятся этой меры. Батыр, не только личности, не только чиновники. Вот есть такое в практике, что целая организация, компания, Нарушители? да, ну, деятельность их блокирует или же прекращает работу из-за нарушений? Нет. Единственное, у нас была компания одна на моей памяти, Телеком назывался, это провайдер, насколько я помню, там больше 100 рабочих мест было. Они участвовали в торгах на оказание интернет-услуг, опустили цену, увлеклись, кто-то увлекся, опустили цену до 18 тысяч рублей в год, и это там целому госоргану нужно было оказывать услуги. Потом подумали, что для нас это экономически невыгодно, и отказались от этого контракта. А когда вы отказываетесь от этого контракта, когда вы победитель, то информация о вас вносится в реестр недобросовестных поставщиков, и 2 года для вас закрыт путь вообще на государственные муниципальные услуги. Вот, поэтому эта компания не выжила, к сожалению, она закрылась полностью после того, как она совершила такой опрометчивый шаг. То есть прежде чем участвовать, прежде чем выигрывать, необходимо думать, насколько для вас экономически целесообразно опускаться до той или иной цены. Вот это, наверное, за весь период моей работы, я работал в 3 субъектах России, это единственный случай, когда организация закрылась все-таки. Это крайне негативно для антимонопольного органа самого, потому что мы боремся за то, чтобы на рынке было как минимум 3 частных субъекта, для того, чтобы они конкурировали, услуга для нас была максимально выгодная и по низкой цене, и качественный товар, что был. Вот, поэтому для нас это невыгодный сценарий. Да, вот несколько лет назад на устах был Телеком, давно не слышно. Понятно, какова причина. Вот скажите, пожалуйста, вы успешны в каких направлениях были вот в 2020 году? Из чего вы начали, как начался 2021 год? 2021 год у нас какие дела? Очень крупное дело в масштабах страны. Мы возбудили это дело, равных которым еще не было в стране. Вообще в России, это мы думаем, что мы выйдем на закупки, больше 2000 закупок, сговор был между производителем и рядом компаний на рынке поставки медицинского расходника. Вот, это дело только возбуждено, сама компания находится, естественно, за пределами республики, в другом федеральном округе, вот, и это очень крупное дело. После этого вот эти же дела, которые я сказал, Минздрав и РКБ, то, что мы возбудили, вот если выявим еще нарушения в других лечебно-профилактических учреждениях, те же самые, то, естественно, и там посмотрим, что у них там есть. Вот. Ну, в период пандемии шутить с этим нельзя было. Да, вообще с этим шутить нельзя. Здравоохранение, детское питание и так далее. Да, это такие рынки, где недопустимо какие-то нарушения вообще. Да, ну, к сожалению, такое происходит. Ну, для этого, наверное, и мы, и надзорные органы, контролирующие органы существуем для того, чтобы с этим бороться. Да. Вот вы сказали о госзакупках. Насколько вот ситуация у нас благоприятная по госзакупкам? Ну, количество нарушений у нас немного снизилось. Ну, я имею в виду с точки зрения надзорного. По сравнению с 2019 годом немного снизилось количество нарушений. Вот. Но вместе с тем ситуация далека от идеальной, естественно. Я что имею в виду? Даже не то, что какие-то нарушения мы выявляем, то, что у нас минимальное количество хозсубъектов, которые участвуют в торгах. Это там 1, насколько я меня помню, 0,3 в каждом аукционе. То есть, если было бы там 2, 3, 4 участника в каждом из аукционов, то цена, естественно, там снижалась бы и была бы максимально выгода для бюджета республики. И так у нас там, вы знаете, ситуация бюджетная какая у нас, поэтому это было бы очень хорошо. К сожалению, пока мы там хромаем в этом направлении, но как бы это является одной из целей национального плана развития конкуренции. А Батыр, можно сказать, что вот ваша работа, антимонопольная служба, построена, можно сказать, там 70-80% за счет жалоб граждан? Можно вот так утверждать? К сожалению, нет. У нас люди не любят жаловаться. Но и бывает, когда, допустим, приходят, говорят, вот мне свет отключили, там газ отключили на квартирный дом и так далее. То есть, если одному физлицу отключили, это не наша компетенция, полномочия, это уже жилинспекция. Вот если всему дому отключили, либо это проблема системная, либо хозсубъекту отключили, ИП, там, ООО и так далее, это уже наша сфера ответственности.
Бывает, что приходят, говорят, вот там нам отключили всему дому, а мы говорим, ладно, давайте напишите жалобу. Они говорят, а что надо писать? Ну, принесите договор ваш, что у вас был договор. Они говорят, а у нас нет договора. То есть, если нет договора, у вас незаконное потребление ресурсов получается, вы сами нарушители, вас самих ловить надо. То есть, в этом плане у нас сами потребители очень много нарушают. И поэтому жалоб именно со стороны потребителя у нас мало. Больше всего нарушений, конечно, в государственных муниципальных закупках. Это больше 300 там жалоб к нам в прошлом году поступило. А все остальные нарушения, в принципе, это по итогам проведенных проверок, плановых и неплановых, которые мы проводим, мы выявляем сами. Допустим, в отношении органов власти в прошлом году было возбуждено 43 дела. Все 43 дела – это нарушения, которые мы сами выявили. И все рассмотрено, да? Да, конечно, нарушения установлены, к административной ответственности привлечены. Это, допустим, большее количество нарушений проходит, когда проводят торги на продажу либо аренду государственного муниципального имущества. Это и земля, и автотранспортные средства и так далее. Там достаточно много нарушений бывает. То есть вы отталкиваетесь от жалоб и таким образом и работаете, да? А вообще Плюс как вы получаете контрольный надзор. эту информацию, что вот там где-то что-то не то, здесь где-то тоже нарушение? Ну, мы каждый год план проверок составляем и включаем туда в план проверок те хозсубъекты, которые могут больше всего нарушить наше законодательство. Ну вот хочется задать вот такой вопрос, хотя это и не вопрос. Вот граждане давно переплачивают коммунальные услуги. По этому вопросу есть у вас обращение? Ну, давно переплачивать я не могу сказать Даже об можно этом. сказать 100% переплачивают. Ну, смотрите, у нас, Физические лица, юридические нет. я бы, честно говоря, снизил бы тарифы, наоборот, в отношении юрлиц, потому что это бизнес, ему должно быть комфортно развиваться. Это налоги, это бюджеты муниципальных образований, бюджет нашей республики, и это те же дороги, садики и так далее, и так далее. Все, что у нас строится, это за счет всех этих средств, в том числе. У нас все тарифы в сфере ЖКХ регулируемые, поэтому все эти тарифы устанавливаются органами власти. Это либо ФАС России, либо комитеты, департаменты и так далее в субъектах. У нас это Министерство транспорта в основном. Поэтому тарифы устанавливает орган власти, что они переплачиваются, ну не знаю, навряд ли они переплачиваются, потому что тариф уже установлен. А если при установлении этого тарифа выявляются какие-то нарушения со стороны хозсубъектов, ну тут, конечно, пресечение идет. Могу отметить, допустим, в прошлом году, в 2019 году это было при установлении тарифа МРСК. Наш сотрудник, который включен в комиссию по установлению тарифа в республиканскую, увидел там сумму, они хотели арендовать транспорт на 40 миллионов рублей, и все эти расходы вкладывались в тариф, те, что мы платим. То есть мы там заявили о том, что мы с этим, естественно, не согласны, необходимо эту сумму убрать. Вот эту сумму убрали, то есть именно на тарифных комиссиях такой разбор и происходит, чтобы левые какие-то не свойственные для тарифа услуги и так далее, они не вкладывались в наш тариф. Если говорить о качестве услуг, это, что мы переплачиваем именно касательно качества оказываемых услуг, тут невозможно не согласиться. Конечно, мы переплачиваем. У нас периодически отключается и свет, да, электричество отключает нам, и газ отключается, и вода отключается. С водой вообще у нас беда в республике, мы об этом знаем. Но насколько я знаю, что газ у нас более-менее, там поставка газа происходит, а вот вода и электричество, тут есть, конечно, проблемы. Они связаны и с ветхостью сетей, ну и, конечно, с недобросовестным поведением самих ресурсоснабжающих организаций. Об этом говорят и дела, которые у нас есть. Допустим, только один штраф в отношении МРСК в прошлом году составил 26 миллионов рублей. Его, конечно, успешно суд снизил нам до 100 тысяч рублей. Мы его сейчас обжаловали в апелляции, надеемся обратно его восстановить. Если будет 100 тысяч рублей, ресурсоснабжающая организацию не будет останавливать тот факт, что они там, этот мизерный штраф их не остановит. А вот 26 миллионов их точно остановит. Есть такие дела, не рассмотренные в прошлом году и перешли в этом году. Какова их судьба? Ну, конечно, это те дела, которые мы в ноябре, в декабре возбудили. Да, есть у нас переходящие дела, но это такие штатные дела. Не сказать, что они перешли из-за того, что там сложные были и так далее. Просто там процедуру необходимо было соблюсти. Это есть касательно антимонопольных дел. А если есть штрафы и так далее, КОАП, да, то там, конечно, там очень много. Там еще около 100
наверное, нарушения, которые мы сейчас уже возбуждаем дела и возбудили ряд административных дел, рассматриваем. Допустим, только в прошлом году у нас штат очень ограничен. Вот 2 сотрудника у нас возбудили, рассмотрели 455 административных дел. Изначально сумма наложенных штрафов была более 80 миллионов рублей. Но по итогам снижения судами и так далее, там сумма опустилась до 32 миллионов рублей. Но тем не менее, это достаточно большая нагрузка на 2 специалистов. При том, что эти же специалисты в судах участвуют, и по закону о рекламе один из них там задействован, он возбуждает дела, рассматривает и так далее. То есть тут объем работы высокий. Батыр, не могу не спросить. Вакцинация. Первый этап начался в ноябре, в декабре. Продолжается второй, третий этапы. Идет эта процедура. Вы как-то касаетесь этого мероприятия, этой процедурой? Надзор какой-то, нарушение есть? Как хранится вакцина сама? Это уже функции полномочий Росздравнадзора. Ну да. Но если в этой части какие-то нарушения будут по нашей части, то мы, естественно, будем реагировать, но пока и по всей стране антимонопольного вмешательства не было. То есть не было таких нарушений. К нам и обращений не было, и сами не выявляли. Пока Но нет. если будут все равно? Безусловно, конечно, если будут какие-то нарушения, будет вмешательство. Хорошо. Итак, вы не ставите интересы монополистов, а интересы только граждан-потребителей. Ну, да, если ставить интересы монополистов выше, то мы же сами в первую очередь проживаем, и граждане этой республики в первую очередь. И мы чиновники после этого и так далее. То есть мы заинтересованы сами, чтобы мы, наши родственники, наш народ, и люди, проживающие, граждане Республики Ингушетия, независимо от национальности и вероисповедания, чтобы получали максимально комфортные услуги. Проблемы, естественно, есть, да, мы все знаем, что они есть, но вот по тем обращениям, которые у нас есть, ни одно обращение не было оставлено. Допустим, мы восстановили права жильцов по газоснабжению, было ограничено в Магасе в прошлом году в многоквартирных домах. После вмешательства это все было восстановлено, предупреждение мы выдали. Также в отношении МРСК, допустим, возбуждались дела, рассматривались. Буквально на днях рассмотрели, вынесли решение о наличии нарушений в действиях МРСК. Они отключили электричество индивидуального предпринимателя в селе Сагапши, отключили ему газ, электричество, из-за чего он потерпел убыток. Вот, простаивание было долго, и товар у него в холодильнике испортился и так далее. Мы эти действия признали незаконными. Вот, и сейчас вот выйдем опять на штрафы в отношении МРСК. Также штрафы будут достаточно большие. То есть это отрезвляет, вот, после того, как вводится этот механизм, нарушение прекращается. Я не знаю, если напомните для наших слушателей, в 2017 году мы на «Газпром» в отношении «Газпрома» вынесли постановление на наложение штрафов больше, это 198 миллионов рублей. После этого именно в этой части нарушения от «Газпрома» прекратились. Ну, вот конечно. сейчас мы надеемся прекратить эти нарушения со стороны МРСК. Но нам также, опять же, повторюсь, необходимо обращение индивидуальных предпринимателей и общества с ограниченной ответственностью, если в отношениях происходит нарушение, чтобы они к нам обращались, говорили об этом, чтобы могли реагировать оперативно. Ну, по поводу вот этой суммы хочу сказать. Вряд ли «Газпром» потерпит следующего такого ущерба, как 198 миллионов рублей. Это крупная сумма. Это очень крупно даже для «Газпрома». Ну, это штраф был не в отношении «Газпрома России», а дочки, получается, «Газпром» газораспределение Пятигорск. Тогда было юридическое лицо. И вот последний такой вопрос, Батыр. Конечно, это не к вам, и тем не менее – граждане должны оценивать деятельность того или иного, той или иной организации. Вот если у вас спросить, какую оценку дали бы вот деятельности антимонопольной службы? Нашей или в целом России? Вот Ингушского, да, территориального органа, ну, имеется в виду? конечно. Же руководитель по Ингушетии. Вклад моего коллектива, у нас всего 11 госслужащих и 2 сотрудника, специалистов, обеспечивающих, колоссален, если можно сказать. У нас очень профессиональный коллектив. Об этом говорит очень многое. Допустим, та же, там, если привести в пример, постоянно приводим, Мадину Базиеву. Она в прошлом году стала победителем конкурса пресс-секретарей ФАС России.
То есть среди 83 субъектов в России, территориальных органов, у нас это самое больше, конечно, субъектов в России, но терроргана 83, она стала первой. То есть это говорит, естественно, о многом. Это очень такая борьба была, финал был такой очень насыщенный, но, в принципе, она стала абсолютно, да, там, неоспоримым победителем, то есть никто ее не оспаривал, Конечно, и близко никого не подпустил. ГТРК Ингушетия Спасибо гордится ГТРК, да. Также и Мадина. остальные сотрудники. У нас практически отсутствуют проигранные дела в судах, допустим. Это говорит о высоком уровне подготовки дел и высоком сопровождении их дальше в судах. И это юридическая подкованность, грамотность наших сотрудников. Это те же дела, которые в масштабах страны единицы. Мы их возбуждаем сами. Те же дела, допустим, одно из дел у нас хрупкая девушка, есть Даурбекова Лиза, она выявила картельный сговор, который распространился в 53 субъектах Российской Федерации. То есть все это она выявила по всей стране, собрала материал, возбудили дело, оно дошло до конца. Это хозсубъекты, у которых оборот был 53 миллиарда в год. Это 2 наших бюджета республики, очень крупные хозсубъекты были. Вот. Мы давно, наши специалисты, я знаю, по своему уровню компетенции и квалификации выходят за пределы республики. Уже охват такой берем. Мы не пытаемся сконцентрироваться на мелких делах, мы пытаемся такие глобальные, системообразующие, то вот там, где, вот, можно сказать, спрут разросся, вот там именно с этим бороться. Допустим, то же самое, да, ликвидация унитарных предприятий у нас, что уже идет. Мы стараемся делать так, чтобы минимизировать присутствие государства на конкурентных рынках. То есть там, где государство присутствует, конкурентный рынок, он абсолютно сходит на нет. Мы получаем некачественную услугу по высокой цене. Этого быть не должно, и с этим, естественно, уже боремся. Несмотря на ограничительные меры в 2020 году, у вас год был 2020 очень насыщенным в рассмотрении дел. И мне хочется пожелать вам удачи, успехов. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Напоминаем, что в беседе принял участие руководитель Федеральной антимонопольной службы по Республике Ингушетия Батыр Тачиев. Всего доброго.